Доброго времени всем. Вот мы снова на площади Ленина. Начинаем одиночный пикет. Сегодня будет стоять с плакатом «Габан». Пока так. Дедушка Мороз сегодня там занимается подготовкой к митингу, изучает материалы. Будет организатор, то есть главным лицом там на митинге, думаю, что то есть будет ведущим митинга Виктор Алексеевич. Сейчас у нас одиночный пикет. Вот уже Габан стоит. Всем привет. Привет, Федор, привет, Андрей. Просыпайтесь, люди добрые, пора вставать. Пора сказать свое слово. Здесь ведь вот свобода шамана Александра Габуша. Здесь ведь не только его свобода. Здесь за этими словами заключается и наша с вами свобода. Сегодня пришли за шаманом, завтра за Дмитрием Караевым, Дмитрием Баировым, за Петром, кем-то еще. Кто вдруг осознал что-то и начал что-то говорить, это не нравится сегодняшним власть придержащим, потому что им нужно, чтобы вы были безропотными рабами и имели своих мыслей, просто делали какую-то свою работу. Ради обогащения той небольшой кучки людей, которая захватила все сферы. Теперь у них сферы влияния. Ну, Генрих, а что вы можете предложить? Толку стоять, может быть, и нет, но постепенно, как разбудить еще граждан, чтобы начинали что-то делать. Вот тут у меня, допустим, есть вот такой вот флажок, повязка. Секунду, микрофон.
Вот такая вот повязка есть. Шаг. То есть сделайте каждый свой шаг. Как бы там ни было, в каком направлении вы его сделаете. Но главное для улучшения своей жизни, жизни граждан России. Дед Мороз сегодня занят документами, там подготавливается к митингу. Добрый день, Анна. В Подмосковье 6 утра, да. Как кто-то сказал, говорит, сейчас страна уже отпахала, Москва только еще просыпается. Да, все на митинг. Нужно каждому, может быть, дано слово выступить на митинге, кто желает. Будет определенный регламент, то есть ну, сколько, по 3 минуты каждому, чтобы смог сказать свое слово. Только без каких-то призывов, экстремистических высказываний, там, без национальной розни. А именно освещать те проблемные места, которые есть. И что с этим делать, как с этим быть. Но вот сила-то как с этим быть? Это просто нужно объединяться в сообщество. Ну, здесь могут повязки любого цвета, можете выбрать. Кому как понравится. Главное, смысл в том, что смысл в поддержке, в объединении. Если вот вчера пришли за Александром, потом за вашим соседом, а потом придут за вами, а уже выйти за вас будет некому. Понимаете? Здесь все к этому идет. Скоро будут чипировать, как тупой скот. А нам все и дела нет. Цвет истины. В некоторых ассоциациях черного цвета на белом фоне с немецкой свастикой. Вот как с этим быть? У каждого разные мысли по этому поводу. Сегодня где-то градусов 5 минус. Дабан молодец, да, красавчик. Настоящий герой. Батыр. Или Батыр. Говорят, что вот вы тут постоите здесь, приехали, тут шороху типа навели там, и уехали, а нам здесь жить. Ну, а что остается-то еще? Запрятать голову в песок, как страусы, и сидеть. Люди держатся за какую-то работу, которая равна стоимости тарелки супа в день. А завтра они могут оказаться и без этой тарелки. Не думают люди наперед.
к чему все это катится. Вы думаете, что вроде сейчас, пока проходит вас, и что-то не касается, это заблуждение. Сегодня не касается, завтра касается. Во всех сферах. В правовом поле, в медицине, с работой связаны дела тоже. Если вот, допустим, на каком-то предприятии какого-то человека выгнали, все сидят и прижавши хвост. Так вы встаньте за этого человека. Подойдите к работодателю и скажите, если вы уволите его, мы уйдем все. Что сделает работодатель? Разве он уволит? Да нет. Сомневаюсь его. Потому что станет предприятие. А вот именно вот в нашем объединении, нашей дружбе и содержится наша сила. Просто сегодня уволили одного, допустим, с какого-то предприятия. Завтра уволят другого. То, что он вышел на митинг и сказал что-то так, что не нравится этим единороссам, которые залезли во все сферы власти, и во многих предприятиях они руководят. Потому что это для них выгодно, что вроде как и поддержка. А для чего это поддержка со стороны государства? Чтобы держать людей в капкане его там. Добрый день, Агния. Минус 5 градусов показывает сегодня. Спасибо. Спасибо. Некуда уже бояться, ребята. Уже бояться некуда. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Я оставлю фото. Вот нам еще женщина добрая принесла каких-то там теплых вещей, видимо, для нашего отряда. В камеру боятся люди попадать, не хотят светиться. Ну, все это по той же причине, что могут уволиться с работы. Печально все это. До каких пор нас это будет содержать вот в таком низком уровне? То есть мы же люди все, человеки, не рабы, рабы не мы. Чтобы вот держаться вот за эту работу, бояться ее потерять, лишиться куска хлеба. Ну вот в сообществе друг не дадут помереть. Наверное, в объединении какая-то сила и все равно какое-то пропитание. А там дальше больше. Да, спасибо огромное, женщина. Алла. Здравствуйте. Сколько подписей должно собрать для петиции Марина Мелеха? Говорите об этом, народ должен знать все. Но чем больше, я думаю, тем лучше. Наверное, 1 000 000 подписей надо собрать. Это, думаю, не составит большого труда. У нас что, все всем довольны? Все довольны президентом? Все, сколько там у нас?
140 официально 140 миллионов, но там фактически миллионов 90, наверное, нас осталось. По 5 миллионов в год нас выкашивают просто разными способами. Да, насколько мы будем позволять держать себя за быдло. Пора сказать, уже хватит. Свободу и волю Александру Шаману Габушу, свободу всем политузникам, воля народа — это закон. Подписываем дружно петицию Марины Мелиховой в Гаагу, товарища всем знакомого, который нам не товарищ. Привет, Хабаровский край. Привет, Алена. Уроехал. Здравствуйте. Можете выключить камеру? Почему? Я хотела что-то сказать без камеры. С камеры хотели сказать. Да. Ну, я маленько уберу в сторону. Они же там стоят, наблюдают. Ваши друзья, полицаи. Они нам не друзья. Почему они за вами везде ходят, да? Ну, работа у них такая. Вот, включили, да? Ну, выключить я не могу, у меня прямой эфир. Просто Вот это я передаю Александру. Здесь. Полностью вот так передайте, ага. Она вот так открывается. Вот так надо читать. так. Ага. Вот. И вот это тоже к нему как бы приложение. Приложение. Ага, он сам поймет. Короче, кому надо, тот поймет. Спасибо. Народовластие — это закон. Самоуправление на местах — это закон. Нас было 89 миллионов человек с 2010 года. С того времени минус. Да, скорее всего так. Вся эта перепись населения, она сильно преувеличена. Уроехал, Валентина. А женщина передала для шамана тетрадку. То есть книжечка какая-то там. Спасибо, Тамара. Дед Мороз, я уже говорил про это, отвечал. Дед Мороз с документами занимается, готовится к митингу. Привет, Сергей. Да, гастробайтеры тоже. Гастробайтеры. Ну, как-то группа звучит, конечно, это слово. Спасибо, Милив. Да, завтра будет Дед Мороз. Добрый день, Михаил. Якутяне, да, думаю, что будут. Многие боятся увольнения, потому что здесь такая обстановка, что студенты с каких-то училищ, университетов выходят когда на митинг на какой-либо. Учителя, которым дан приказ, видимо, сверху, от деканата там или еще от кого, я не знаю точно,
Ну, они приходят на митинг, переписывают своих студентов, а потом тех отчисляют с колледжа, там, с института. Люди боятся даже прийти на митинг из-за этого. Потом увольняют с работы, даже просто за то, что комментарий где-то оставили или поставили лайк, то есть репост сделали вот этого оппозиционного движения в поддержку Александра Габышева. Увольняют с работы. Представьте, что творится. Я говорю, а почему так? Потому что нужно объединиться людям, отстаивать друг друга. Люди же не за себя просто выходят, не то, что там их что-то лично не устраивает. Не устраивает очень многих, только немногие могут об этом сказать вслух на публике, то есть где-то в обществе. Так, на кухне между собой они могут посетовать, что вот то плохо, это плохо. Пора разгонять эту думу. Пусть в масках придут, да, Петр? Главное, чтобы была численность, видимая численность. Солнечная, ну, видимо, уехала. Видимо, она обиделась вчера. Видимо, ее не поняли мы. Ну, Дед Мороз, не знаю. Конечно, более серьезные есть дела. Можно? Здравствуйте. Здравствуйте. Можете сфотографировать? А рядом встать можно? Ну, думаю, что думаю, что можно, наверное. Да? Как, ребята, думаете, можно сфотографироваться рядом с пикетчиком человеком? Ой, у вас прямой эфир? Да. Можно, Можно, говорить? можно. Можно, да? Можно, можно. Да. Я не знаю даже, кто это. Это, может, я не совсем разбираюсь, извините. Надпись-то не видно. Надпись не видно. Здравствуйте. А можете сфотографировать? А вы можете сфотографировать меня, пожалуйста? Я тогда подошла. Ну, может, для хайпа, может, для... Кто знает, душу не загоняешь человек. Может, для памяти, на будущее. Это же делается сейчас, творится история. Знаете, чему тебя учил? Спасибо, Лидия. Слушайте Светлану Ислобокову, Диму Баиру, как согласно нашей Конституции нужно бороться на законных основаниях. Народ источник власти. Изучаем Конституцию, как ее изуродовали законом. Да, там очень много пунктиков добавили, которые много отменяют пунктов, которые за народовластие и все прочее. Что власть единственная власть. Народная власть единственная власть. Нам шаманам по пути. Канал? В Ютубе есть, да? Да. Нам же Спасибо, Осетии. Привет, Осетии также. Путина в отставку.
буду держаться за власть до последнего, потому что вроде как даже когда закончится срок, и ему очень невыгодно будет покидать свой пост, потому что очень много, как выяснилось, уголовных дел за ним висит. И тогда сразу предстанет перед судом. А сейчас вроде как вся власть у него в руках, и его никто не трогает. А когда уйдет в отставку, то власти в руках уже не будет. Естественно, тогда придется отвечать за все. Поэтому буду держаться до последнего. Он и его друзья. Он же не говорит, нету у него чиновников, у него только друзья. Значит, и друзья тоже будут отвечать. Ну, Александр Габышев призывает нас всех прощать. Главное, чтобы вернули все награбленное в страну. И тогда, возможно, так и будет. Будем прощать. Просят ребята, тут просят у вас взять интервью. Можно? А? Интервью прямо? Ну, Ну, мы сейчас просто уйдем уже к Саше. ну, недолго. А что хотят спросить? Я не знаю, что-то хотят спросить у вас. Ну, давайте. Спрашивайте у Беаты, что вы хотите спросить. Есть вопросы? Если нет, то я ладно. Ну, скажите хоть что-нибудь. Взять интервью. Ну, может быть, у вас есть какие-то вопросы? Что? Ну, Мы вот, сейчас идем, мы вот снимаем, пришли, вот фотограф пришел снимать ночный пикет, который Так. каждый день здесь проходит 15 часов. говорят, красивая очень Беата. Спасибо. Замужем, нет? Нет, замужем. И потом мы сейчас поедем к Саше. У Саши там опять какое-то интервью. А вот и, кстати, Петя Печник. Ой, Петя не хочет попадаться в камеру. Петя, да, уже знаменитость. Очень классная печка. Да, хочет. Сделал Петя, да, Ага. Саши, который сейчас собирает вокруг себя всех со всей России, да? Кто бы мог подумать тогда, да? Петя, иди сюда, почему ты прячешься? Это Петя, можно взять интервью у Пети. Нет, Нет? Ну, я поддерживаю Сашу. Поддерживает Главное, да, Сашу. что много поддержки. Что еще? Ладно. Беата, ты молодец, говорят. Хорошо. Откуда родом? Ну, из Якутии. Из Якутии. Да. Ага. Тут все только любуются Беатой. Никаких Печник Петя вопросов туда. нет. Ну ладно, тогда. Спасибо. Ладно, всем спасибо. А кто такая? Она журналист. Это, видать, какие Ребята. стоите? Ну, часик где-то постоим. До часа. Вот Петр Печник. Или вообще Ulan, yapacağım. ya bu sayı diyor zamanı veriyor. Onda da ya, Aynen. bizim ne kadar telefon taktırdım. Да, что-то у меня прошло перезахлаждение, переохлаждение телефона, блин. Пишет мне тут. Ну, карту заблокировали Сереге, ну. Так везде же вот точки уже. И на воду, и на воду, и везде. А ничего, где готов? Это даже такие находочные точки, да? Тут на морозике-то у нас аппаратурка-то будет подмерзать. Уже сейчас пишут, что переохлаждение
переохлаждение у меня телефона тут. Зарядка не идет. Вроде минус 5, но как-то ощущается очень холоднее. Так вот 5 будет. Ну а что делать, Андрей? Приходится чем-то жертвовать. И так она убитая уже, батарея-то. Постоянно включенный пауэрбанк телефону. Да, там думаю, не составит труда, там же робот блокирует карту, когда частное поступление денежных средств идет. Даже небольшие суммы, когда 100-200 рублей. Нужно просто писать в переводе, в комментариях, что там во благо, там маленькая помощь, там с днем рождения, там хоть что, лишь бы что-то было написано. Тогда не будет блокировок. Привет, Бенни. Проехался. Гаус Тумусу почему не спрашиваете, поддерживает или нет? А это кто? Вороздат в Бурятии же, я не знаю. На канале, он, возможно, на канале. А я всех бы сюда. И Диму Баирова, и Петра Дундукова, и Раздата, всех активистов, чтобы быть таким кулаком, так скажем, мощным, который будет раздалбливать этот лед в сердцах людей. Ну, она уже ушла, но при случае спрошу, что за сообщество такое. Тут не нужно, как бы, чтобы, если направленность у всех одна, там коммунисты, там навальновцы, ЛДПРовцы, если они там еще много, там левый, правый фронт, там, если они идут все против того, чтобы сменить существующую власть, то они, значит, все должны как бы объединяться в одну кучу. Наша цель сменить вот эту ситуацию, чтобы выправить будущее. А там уже люди разберутся, кого поставить уже на пост там, президента, там, губернатора, мэра, чтобы уже с народа выбирались. Да. Создавать народные дружины, да, милиция там пусть будет. Потому что милиция рождена революцией, а полиция коррупцией.
Да, Тинькофф надо сделать. Ну, у меня есть эта карта Тинькофф, но пока вот у нас карта Деда Мороза, там, главное, я не стал ее, свою карту здесь пихать, ну, потому что деньги это такая штука, что не хочется тут, чтобы подумали какие-то, ну, против меня что-то плохо, что типа я тут хочу под себя весь этот финансовый поток подгрести, я не знаю, как это назвать. Ну просто для пользы дела как бы сделал эту карту, когда еще собирался идти отрядом, ну, потому что на всякий случай, чтобы мне просто подсказали, что вот именно сбербанковские карты блокируют, а тиньковские нет. Ну и это не составило большого труда, пока был в Улан-Удэ, заказать себе такую карту Тинькофф. И мне на следующий день буквально ее привезли. Но я ей еще не пользовался. Спасибо, Людмила. Ну, холодно здесь. Так люди бегут по своим делам куда-то, просто через площадь. Видят вот здесь плакат. Ну, кто-то притормаживает, останавливается, чтобы разглядеть, что это такое вообще. Что тут человек стоит, что требует, что и хочет. Потом, может быть, залезут в интернет, посмотрят. А тут вы написали очень много хороших комментариев в поддержку. И они подумают, может быть, надо с этим разобраться. Опа, пенечка у меня упала. Так, надо мне положить это в сумку. Тебя некуда положить? Ну ладно, я не буду к тебе подходить. Тут стоишь тут. Положу. Свое время, да. Нельзя сидеть на вербе ровно, работать, братья, за вашу свободу. Уехал. Чай горячий с медом, да, не помешал бы, конечно, но пока еще нет такой возможности. Игорь, москвичи приедут в УВД. Ну, возможно, кто-то и приедет. Очень много звонят людей, тут из Лондона связываются, хотят прямую трансляцию, там какая-то лондонская интеллигенция, хотели связаться с Дедом Морозом, увидеть шамана в эфире, то есть поговорить. Там тоже шаман какой-то есть тоже. Опа, у меня уже аккумулятор заряд 5% остался. И что-то зарядка мне не идет. Видимо, мне сейчас отключится телефон. Не знаю, как физически уничтожить, но изгнать придется.